Центр притяжения смелых, ярких и талантливых. Конкурс управленцев «Команда Абхазии» вызвал небывалый интерес, за ходом которого следили пристально и внимательно. Участники прошли серьезный отбор. Из 3000 заявок, поданных в первом туре, до финала дошли более 80 человек. Очевидно, что каждый из них верит в себя. Вот, к примеру, один из участников, Станислав Каджая, работает в посольстве Абхазии в России. По мнению финалиста, участие в подобных проектах приводит к тому, что молодежь становится более интегрированной и вовлеченной в политическую жизнь страны. Это чрезвычайно важный аспект молодежной политики внутри государства. Программа была действительно разной. Были 3 разных блока тестов. Все они были очень интересными. Для меня они были немного необычными, потому что задания были нетипичными, построены именно в том формате, чтобы тот или иной кандидат максимально подошел к этому с точки зрения проработанности и осмысленности данного задания. Мне они, безусловно, понравились и были для меня в любом случае хорошим опытом. В течение 3 дней финалистов ждала насыщенная программа, включающая оценочные испытания, образовательный интенсив, а также встречи с членами наблюдательного совета и экспертами конкурса. Всего среди вышедших в финал управленцев 66% мужчин и 34% женщин. Средний возраст конкурсантов составляет 34 года. При этом количество молодых управленцев от 18 до 35 лет 61%. Самый молодой финалист конкурса Максим Гумба. Ему 23 года. Он работает в национальной туристической компании республики. Одна из самых опытных финалистов, Елена Жилинская, руководит Центром правозащиты российских граждан, а также возглавляет консалтинговую компанию в Абхазии. Около 30% участников работают на госслужбе. Также финалисты представляют сферы образования, здравоохранения и медицины, молодежной политики, информационных технологий, телекоммуникаций, связи, спорта и туризма, финансов, экономики и инвестиций. Горда тем, что представляю команду Абхазии. На самом деле это великолепный конкурс. Я думаю, что мы сможем не только показать свои какие-то способности, да, свои наработки, но в принципе еще и научиться. И на самом деле можем познакомиться, можем завести новые связи. Первый день финала знаменовался торжественной церемонией открытия. С приветственным словом к участникам обратился вице-президент Беслан Бегвава. Он отметил, что конкурс «Команда Абхазии» – это необходимый шаг к созданию современной и эффективной системы управления. Конечно же, это очень важно. Эта идея зародилась, вы как помните, накануне предвыборной кампании. Бадр Зурабович ее целиком поддержал. И в то время как мы понимаем, что у нас происходит дефицит кадров, что у нас молодежь иногда, к сожалению, остается грамотная, образованная молодежь, не участвует в политической жизни, так в Абхазии. Я считаю, это очень грамотно и очень актуально именно в это время. Конкурс «Команда Абхазии» – уникальная возможность проявить себя. Очень важно, что конкурс проходил прозрачно и действительно каждый участник мог полагаться только на себя и свои знания. Молодые, энергичные ребята со своими наноидеями, старшее поколение, которые более опытные управленцы. То есть в будущем возможно, что они будут совместными усилиями строить наше государство. Поэтому у нас образовался такой интересный очень тандем возрастной. Огромное спасибо Андрею Анатольевичу Бетину, руководителю президентской платформы «Россия – страна возможностей», и его большой команде непростой, а продуктивной. Они сделали все. Сделали такую, оказали нам поддержку, с помощью которой мы действительно реализуем очень важный, как я ранее говорил, проект. Методологическую, технологическую и организационную поддержку в проведении конкурса команда Абхазии, в том числе оценочных мероприятий финала, оказывала российская сторона. В основу модели отбора конкурса легли лучшие практики платформы «Россия – страна возможностей» и ее флагманского проекта «Лидеры России». Генеральный директор платформы Андрей Бетин поздравил участников конкурса, вышедших в финал, и отметил, что они уже являются победителями. В России подобный конкурс, который называется «Лидеры России», он уже прошел 5 сезонов и 1 миллион участников. Да, вы уже все знаете цифры и знаете, только на первом этапе регистрации было больше 3000. Если посмотреть соотношение на количество жителей или количество управленцев в стране, это, конечно, феноменальный результат, который проявили граждане Абхазии.
Безусловно, это как раз тот инструмент, который позволяет, вне зависимости от твоего места происхождения, жительства, мамы или папы, доходов семьи, родственных связей, проявить себя, проявить свои таланты. Этот конкурс сделан для того, чтобы мы находили эти таланты, помогали им развиваться, и дальше они продолжали с полной честью, ответственностью служить своей отчизне. Член наблюдательного совета конкурса Тимур Шакая также подчеркнул уникальность проекта и то, что участники действительно смогли пройти непростые этапы и выйти в финал. В такой стране, как Абхазия, где все друг другу родственники, где все друг другу знакомые, провести то, что провели организаторы, без малейших каких-то личных взаимосвязей, это уникальный опыт, которому нужно поучиться и другим регионам и так далее. Потому что действительно абсолютно беспристрастный выбор, абсолютно выбирались люди, которые именно вот собственными заслугами пробивались, собственными талантами решали свои задачи. Торжественная церемония открытия финала конкурса «Команда Абхазии» продолжилась лекцией заместителя генерального директора платформы «Россия. Страна возможностей» Дмитрия Гужели. Компетенции будущего. Он раскрыл ключевые качества, необходимые современным управленцам. В течение оценочных дней конкурсанты работали над управленческими кейсами, подготовленными профессиональными экспертами специально к этому мероприятию, и проявляли себя в ситуациях, возникающих в реальной жизни руководителей. Анану Гугохи о конкурсе проинформировали на работе в ГТК. Изначально у девушки не было желания принять участие. Анану зарегистрировала подруга. Финал проходит достаточно интересно. Я хотела бы ответить, что команда Абхазии – это не просто конкурс, это целая развивающая среда. Я, например, здесь получаю возможность развить свои лидерские качества, учусь думать стратегически, работать в команде над решением сложных задач в условиях высокой конкуренции. Конкурс помог мне по-новому взглянуть на свои возможности и определить определенный вектор своего развития в дальнейшем. Участие в конкурсе – это, мне кажется, такой очень ценный опыт, который я и в дальнейшем буду применять в сфере своей деятельности. Участники работали в командах по 9 человек. Вместе они выполняли задания, моделирующие управленческую деятельность. При этом состав команд в течение всей процедуры неоднократно менялся, чтобы предоставить участникам равные возможности проявить себя и исключить влияние ситуативных факторов. Несмотря на работу в группах, участников оценивали в индивидуальном зачете. За работой команд на площадке наблюдали 33 профессиональных эксперта, большинство из которых из Республики Абхазия. Это опытные специалисты, обладающие серьезной экспертизой в области управления персоналом, предприниматели, управленцы. Все они прошли серьезную подготовку перед тем, как попасть в проект. Помогали им российские коллеги-оценщики, имеющие многолетний опыт работы на конкурсе «Лидеры России». Испытать свои силы в конкурсе решил и Астан Зухба. Я вот сектор энергетики представляю, я сотрудник Росатома. Значит, я могу отметить, что коллеги мои, с кем я работал раньше в Черноморэнерго, я их здесь наблюдаю финалистами конкурса и могу отметить, это высококлассного уровня профессионалы и специалисты в области энергетики, что для меня говорит о том, что конкурс, на самом деле отбор конкурсантов прошел качественно, и на выходе мы получили 80 высококлассных специалистов. Я не надеюсь на победу, я просто, наверное, я решил испытать свои силы и считаю, что, конечно, победа в том числе возможна. Каждый участник конкурса получил развернутую оценку своих навыков и индивидуальные рекомендации для профессионального роста, а также возможность воспользоваться образовательными программами платформы «Россия. Страна возможностей». Команды работают над тем, чтобы решать какие-то глобальные интересные вопросы. Вот, например, задание строительства умного нового города в Абхазии. Очень интересный вопрос, и вот эту задачу им нужно решать. И каждый, значит, в этой команде высказывает свое мнение, какую-то отрасль берет на себя и решает эту задачу. Я думаю, что если в нашей стране, значит, кадры будут правильно распределены, и каждый будет делать правильно свою работу, наша страна будет идти, значит, семимильными шагами вперед. И вот все эти конкурсы в дальнейшем мы должны строить именно вот в таком русле, что мы должны четко понимать, к чему мы идем и что нам нужно. У нас молодое государство, и Абхазия должна достичь успехов в международном пространстве в том числе.
И вот оно, самое ожидаемое событие проекта «Команда Абхазии» – финал конкурса. Перед тем, как были названы победители конкурса, состоялся пресс-подход. Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков подчеркнул, что один из результатов, который для себя вынесли финалисты – это новые знакомства. Благодаря командной работе они в дальнейшем смогут помогать друг другу решать рабочие вопросы гораздо быстрее. Технология, которая передана Абхазии по решению президента России Владимира Владимировича Путина, Бадр Зурабович Гунпа к нему обратился с этим предложением, и президент согласился с тем, что, конечно, для формирования команды Абхазии нужно применить вот эти технологии прозрачного конкурсного отбора на руководящие посты среди всех желающих граждан Абхазии, кто хочет предложить себя вот на этом деле служения Отечеству, служения своему Отечеству, в данном случае Абхазии. Финалисты – это уже, во-первых, победа, то, что они дошли до этого этапа, а во-вторых, они уже являются сетевым сообществом, и на финале жизнь не заканчивается. Они, во-первых, вернувшись даже на свои предыдущие места работы, они будут уже друг с другом работать в совершенно другой обстановке доверия, поскольку вот эти финалы, они все время очень сильно сплачивают. Ну а кроме того, я могу сказать, что и в учреждениях Российской Федерации они тоже смогут быть востребованы. Да, и это такое новшество. И таким образом их ждет и, возможно, карьерный рост как в республике, так и возможность пройти стажировку или даже устроиться на работу в Российской Федерации. Чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Михаил Шургалин отметил, что конкурс «Команда Абхазия» был востребован в республике. Безусловно, увеличивает. Дело в том, что у власти всегда есть дефицит в подборе очень талантливых, очень энергичных, очень активных и далее по списку кадров. И конкурсы помогают начальству. Да, я себя иногда отношу к этой категории, подбирать кадры. Человека видно во время конкурса и уже приблизительно представляешь, что ему можно доверить и насколько он способен, скажем, к самостоятельной работе, способен ли он в свою очередь стать наставником, насколько он опытный, потому что присоединяются к конкурсу люди разных возрастов и разных позиций, уже жизненных позиций. По словам Андрея Бетина, образовательная программа будет практикоориентированной. Перед абхазскими участниками программы будут выступать спикеры, являющиеся действующими управленцами в разных отраслях, учитывая задачи, которые стоят сегодня перед Абхазией. Что мы, безусловно, счастливы, что все финалисты приедут в мастерскую управления «Сенеж» проходить образовательную программу. Образовательная программа будет настроена такая практикоориентированная. В первую очередь там будут выступать спикеры, которые реальные действующие управленцы в тех или иных отраслях, исходя из тех задач, которые стоят сегодня перед Республикой Абхазия. Второй момент, что практически все будут проходить различные стажировки в министерствах и ведомствах Российской Федерации, в том числе в региональных министерствах и ведомствах исполнительной власти. Очень надеемся, что такая практикоориентированная программа позволит им накопить определенный опыт, обменяться с коллегами из Российской Федерации и вместе стать еще сильнее и дружнее на выходе из нее, решать вопросы достаточно планомерно, быстро, качественно, все во благо жителей Республики Абхазия. Затем финалистов конкурса приветствовал президент Абхазии Бадр Гунпа. Хочу отметить, кто бы ни вошел в двадцатку лучших, сегодня в этом зале не будет проигравших. Вы успешно прошли все его этапы, не побоялись вступить с профессионалами и успешными управленцами в состязание, на исход которого не влияют предыдущие заслуги, должности, где нет телефонного права, где не работают связи и другие способы обойти правила. Хочу выразить искреннюю благодарность первому заместителю руководителя администрации президента Российской Федерации, нашему земляку, председателю наблюдательного совета лидеров России Сергею Владимировичу Кириенко, без которого невозможно было бы осуществить наш проект. Мы благодарим Андрея Анатольевича Бетина
и коллег из президентской платформы за эту практическую помощь, которую они нам оказали в реализации конкурса. Наша команда берет курс на перемены. Перемены всегда возглавляют талантливые, энергичные люди, которые не боятся вызовов, сложностей и ответственности. Конкурс был бы непростым испытанием для всех нас, но уверен, что он сплотил вас, позволил ощутить чувство команды, понять, что несмотря на разные подходы и мнения, вы единая сила, которая способна менять действительность в нашей стране к лучшему. И что ради благополучия Абхазии мы все готовы объединиться. Победителями масштабного конкурса стали не 20 человек, как предполагалось в начале, а 22, так как 5 участников набрали одинаковое количество баллов. Победителями стали Демид Хагба, Лаша Маршаня, Сергей Сангуля, Нури Тарба, Саид Свинари, Тимураз Микваби, Роберт Минасян, Анжелика Вартикян, Георгий Чапанзе, Саид Ибжнов, Вячеслав Попов, Саид Ашуба, Беслан Аршба, Эдуард Гоги, Ятыр Ажиба, Анана Дугохия, Майя Цибулевская, Хамида Дзидзария, Константин Аршба, Инал Хутаба, Георгий Кокускир, Анна Гуни. Президент Бадра Гунба сделал предложение о первых 4 назначениях на ответственные должности в органы власти Абхазии прямо во время церемонии награждения. Участнику конкурса команда Абхазии Цвижба Абсырту Станиславовичу предлагаю возглавить управление казначейством Министерства финансов Республики Абхазия. Ажиба Ятыру Рауфовичу предлагаю занять должность руководителя аппарата Кабинета министров Республики Абхазия в статусе члена Кабинета министров Республики Абхазия. Мушбабаталу Вадимовичу предлагаю возглавить Министерство энергетики и транспорта. Хочу особо отметить заслуги руководителя проекта «Команда Абхазии» Хагба Тараща Мироновича. Считаю, что во многом благодаря его усилиям были соблюдены основные принципы – прозрачность конкурса и справедливость. Я предлагаю Таращу Мироновичу курировать молодежную политику в статусе вице-премьера правительства Республики Абхазия. Победители конкурса отметили, что команда Абхазии – прекрасная возможность заявить о себе для любого человека вне зависимости от возраста и национальности. Это возможность в будущем принести пользу родине. Если честно, для меня это было очень неожиданно, ну и, конечно же, приятно, да, оказаться среди 3020 лучших. А пока даже еще не думала, мне моя работа нравится, но открыта для любых предложений. Честно скажу, я вообще зарегистрировался в последний день, я вообще не собирался регистрироваться, но я рад, что я зарегистрировался. Вот до финального этапа у меня была цель победить, я прям к этому шел. Но когда мы все прошли в финал, я понял, что на самом деле победа для меня не является главной. Хотя до этого я думал, что победителем необходимо становиться, и я не верил в то, что там главное это участие, а не победа. Но сейчас, дойдя и победив, я понимаю, что на самом деле это так, потому что мы тут обрели новых друзей, это колоссальный опыт. Я уверен, что эти конкурсы принесут пользу даже на этапе участия в этом конкурсе, так как это отличная площадка для коммуникации, для обретения новых знакомств, где ребята могут делиться опытом, могут получать новые знания, развиваться, что однозначно принесет результат. Это замечательное событие, и вообще это большая, добрая история для Республики Абхазия, потому что данный конкурс он показывает то, что мы можем здесь добиваться результатов, что это может происходить честным образом, и вообще это может повлиять на, так можно сказать, на моду на труд. Это то, что может изменить ситуацию в нашей республике. Я лично считаю, что крайне важно таким конкурсом показывать пример людям молодым и тем, кто считает себя еще в душе молодым, что можно что-то менять и можно
получать признание очень неожиданным путем. О конкурсном подборе кадров в Абхазии говорят давно. Однако такую кадровую резервную программу удалось реализовать лишь в 2025 году. Участники отмечают высокий уровень организации мероприятия. Анна Гунь считает, что очные конкурсы, проходившие 2 дня, были не гипотетическими. Это были реальные картины, реальные истории. Хотя это были игры, но на самом деле вовлеченность была стопроцентная. И мы работали командой, несмотря на то, что были конкуренты друг другу. Здесь очень много талантливых, очень много умных. Это на самом деле кадровый потенциал страны. Здесь ребята, которых мы не знаем, поэтому уверена, они будут очень полезны государству. Этот конкурс дает многое. Ты равный среди лучших. Ты оттачиваешь свое мастерство. Ты улучшаешь свою компетенцию и свои профессиональные навыки. Дорогу осилит идущий. Это моя любимая фраза. Сегодня она в моей жизни в реальности воплотилась. Управленческий опыт еще одного победителя Беслана Аршба складывался в Агу. Здесь Беслану довелось 1,5 года побыть председателем Союза студентов. Отслужил в рядах вооруженных сил Абхазии. Сейчас он работает в Народном собрании старшим референтом правового отдела. Наиболее ценным для меня это результат. Рано говорит о возможностях. Главная оценка эффективности всего этого конкурса будет результат, на который мы и нацелены. И показателем это будет улучшение качества жизни наших граждан в любой из отраслей, которые были представлены сегодня на данной площадке. Для меня победа в конкурсе значит улучшение качества жизни наших граждан. Исключительно и возможность получения новых коммуникаций на данной площадке. Победителей и финалистов ждет интенсивная программа стажировки в государственных органах и крупнейших компаниях страны и обучение в мастерской управления «Сенеж» платформы «Россия. Страна возможностей». Важной частью станет обмен знаниями с ведущими российскими экспертами в области госуправления и корпоративного менеджмента. Шазина Ханаго, Гунда Шоу, Налач Хинджери, Давид Авицба, Камила Джопу, Аляс Амичба, Ахра Амичба, Абхазское телевидение.